ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45, общая планерка. Обсуждают безопасность Яриги в контексте потенциально опасного производства компании «Ситек». Управление ГОЧС рапортует, что сегодня в поселок доставят противогазы, а также листовки для раздачи жителям о средствах безопасности. На следующей неделе предприятия посетят с экскурсией, тогда же произойдет встреча с представителями перевозчика Ространса и другими профильными организациями. Управление ЖКХ сообщает о продлении времени для проведения субботника до начала июня. Не все организации успели сделать это до нынешних дней. Мэр требует усилить контроль, чтобы мест, где не прибрано, не осталось. То же касается ордеров. Провели проверку по состоянию дорожного покрытия и земляного покрытия по ордерам прошлого года. Выявлены нарушения, на тех, кто открывал ордера, проводил работы, письма составлены, направлены о необходимости исправления этих мест. Одно есть асфальтовое покрытие, это Советская 8. Там КТК, она говорит, письма сформированы, туда отправлены. КТК и ПАО Т+. И Газпром газораспределение, асфальтовое покрытие рядом с домами по Ленина 22-24, там кусок проезд. И должны быть гарантийные обязательства приведены нормативными составами в этом году. Письма тогда подрядчику направьте письма. Я выезжал сам туда, там действительно, конечно, я не знаю, как понимать эту работу, тем более принималось в присутствии депутатов. Спецавтодор рапортует о продолжении ремонта ограждений, уборки газонов и так далее. Начальник казенного предприятия приводит впечатляющие цифры. За 3 недели вывезено 1318 кубометров смета. Что вы понимали, это примерно 90 15-тонных грузовиков. Мэр в стахановских данных усомнился, уж не завышены ли цифры. Горзеленхоз добавляет, что высадка цветников начнется на следующей неделе, если не подведет погода. Что касается уличного освещения, то Магомед Османов распорядился демонтировать существующие столбы на набережной Газовиков, ее облагородит по-новому «Газпром», и устанавливать снятые столбы по дороге к поселку Дальний. До конца года уличное освещение туда надо доделать. Кстати, про ремонт аэропорта. У нас «Газпром» исключен, но нет такого агентства по финансированию пожертвований ГИАНИ. Потом сразу после оттуда смотрящий Министерство промышленности, где Герасимов подтвердил, что в течение на вот 2 недель, крайний срок в начале следующей недели, такого агентства пожертвований не будет. Ну, как бы, в принципе, то, что совещание было у нас в аэропорту, 25 мая работа по аэропорту уже начнется. Действительно, с ремонтом аэропорта помогут газовики. Подрядчик найден, половина материалов есть. На время ремонта для рейсов сделают временное окно, чтобы и не отменять полеты, и ремонту не мешать. Еще одна важная информация для поселка Дальний. На следующей неделе газовики запланировали полное отключение газоснабжения ориентировочно 23 мая. Это создаст трудности для жителей, плюс не так сложно будет запустить снова газ, да и в целом предприятиям не очень удобно, например, в том числе тепловикам. Поэтому дата отключения может быть перенесена на более поздние сроки.